Открывая пресс-центр, председатель ЦИК Дмитрий Маршан озвучил списки кандидатов в президенты и вице-президенты Абхазии, рассказал о порядке голосования на избирательных участках. Всего по республике организовано 152 избирательных участка в 35 избирательных округах. Кроме того, 2 избирательных участка откроются в России, в Москве и Черкесске. 15 февраля все избирательные участки будут работать с 8 утра до 8 вечера. В основной список избирателей внесено 134 500 человек. Дмитрий Маршан сообщил, что в Абхазию прибыло более 100 международных наблюдателей из 25 стран. В столице города Сухум расположен 9 избирательных округов. По Гагарскому району у нас 5 округов. По Гудаутскому району 7 избирательных округов. По Сухумскому району 2 избирательных округа. По Гульрыбскому 3 избирательных округа. По Ачамчирскому району 6 избирательных округов. По Ткварчарскому 2 избирательных округа. По Гальскому 1 избирательный округ. Голосование на выборах президента Абхазии в Турции не будет. В Центральную избирательную комиссию поступило официальное письмо от полномочного представителя Абхазии Ибрахима Авицба о невозможности открытия в Турции избирательного участка для проведения голосования по выборам президента Абхазии. На основании этого письма ЦИК 13 февраля принял решение закрыть избирательный участок по выборам президента Абхазии, образованный в турецком городе Сакария, и расформировать участковую избирательную комиссию. Турецкие власти они все сделали для того, чтобы этот участок был закрыт. Мы вчера получили от полномочного представителя Абхазии в Турецкой Республике обращение о том, что он не представляет возможность открыть и провести выборный процесс в соответствии с законодательством. Вот. Мы, когда принимали решение о том, что будем проводить там выборы, мы сделали оговорку в Центральной избирательной комиссии о том, что если будут препятствия со стороны турецких властей или же будут выборы проходить с нарушением выборного законодательства, что мы аннулируем и закроем данный участок. Вот. Вчера по данному обращению, которое сделал полномочный представитель, Центральная избирательная комиссия она провела заседание и отменила данное решение в связи с тем, что не было возможности завтра проводить там выборы. И МИД Турецкой Республики, и Министерство внутренних дел, они это препятствовали для того, чтобы данные выборы там осуществить. Хотя наши граждане, они имеют право, где бы они ни проживали, провести выборы и проявить свое волеизъявление. Председатель ЦИК обратился к гражданам республики, правоохранительным органам с призывом обеспечить содействие в соблюдении законности проведения выборов. За общественным порядком будут следить за пределами Абхазии органы внутренних дел Российской Федерации. Внутри территории участка будут располагаться там наши члены комиссии. Вот, а также сотрудники МВД Абхазии внутри участка будут за порядком следить. За пределами я очень надеюсь на то, что никаких эксцессов там не будет. Просто у меня есть информация, что будет массовое скопление людей. Вот, и обращаюсь к нашим гражданам о том, чтобы в порядке очереди завтра все, что могли, провести. А еще раз к правоохранительным органам обращаюсь, чтобы за общественным порядком и права наших граждан максимально, чтобы они были реализованы, чтобы они за данным мероприятием обратили пристальное внимание. За ходом проведения голосования в республике будут следить международные наблюдатели. Они отметили высокий уровень организации избирательного процесса и выразили уверенность, что все пройдет хорошо в соответствии с законом. Искренне хочу, чтобы мы завтра с вами убедились, что абхазская государственность давно состоялась. Здесь есть опыт проведения любых избирательных кампаний достойно, организованно, при всех страстях, которые кипят между кандидатами в президенты. Будем верить, что эти страсти останутся в рамках действующей Конституции и закона. А мы с вами будем наблюдать, и, надеюсь, мы это сможем оценить. Да, действительно, я в Абхазии
и на выборах, и в других политических ситуациях бываю уже больше 30 лет. I just want to say that it's an honor for me. I understand that your country has a lot. Меня пригласили в качестве международного наблюдателя. Это большая честь для меня. Очень рад быть в вашей стране. Я уверен, что выборы пройдут хорошо, и мы увидим честный демократичный процесс. Per me è quindi un grande onore e un privilegio. Sono onorata anche perché vedo effettivamente con i miei occhi che c'è una grandissima organizzazione da parte del governo. Я хочу подчеркнуть очень важную деталь, которую я заметила в ходе презентации. Хочу отметить высокую и хорошую организацию вашего правительства по подготовке к выборам. Это показатель высокой степени демократичности вашей страны и может стать также примером для других стран в плане самоопределения народов. 15 февраля пресс-центр ЦИК будет работать с 8 утра до 10 вечера, информировать о явке и о ходе избирательного процесса. Предварительные итоги будут объявлены 16 февраля в 12 часов дня. Шазина Ханагуа, Нарсоу Цулуке, Абхазское телевидение.